Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками. За вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто о вас постоянно мечтает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Видите, образ человека. Так, мои милые, о вас мечтает тот, кто сейчас не с вами рядом. Тот, кто где-то далеко от вас находится. Между вами здесь и пространство, и время, и какие-то люди, и какие-то преграды. Прям много всего. Много всего. И в этом большая сложность. Человек мечтает о том дне, когда сможет взять вас за руки, когда сможет вас обнять, к себе прижать, когда вот это время, пространство, расстояние, все это уйдет. Мечтает об этом. У человека прекрасные мысли о общем доме с вами, о семье, о детях. Возможно, это ваш муж, возможно, это ваш парень. И вот в силу обстоятельств вы сейчас в разных местах находитесь. И этому человеку невероятно тяжело дается разлука с вами. Все мужчины, конечно, разные, но мне почему-то кажется, что у него такие деньки последние, вот прям плачет человек, либо плакать хочется. У кого-то еще отыграется, что человек на почве вот этих страданий даже начал увлекаться алкоголем. Вот настолько тяжело, настолько невыносимо, хоть волком вой. И человек из-за этого может выпивать. Выпивать, да. У человека как будто бы два имени. Одно длинное, как официальное, да, а второе короткое. Может быть, это прозвище. Кстати, у кого-то из вас еще отыграется, что человек, с кем вы случайно познакомились, произвели на него впечатление, либо какой-то короткий романчик у вас случился, и потом вы как будто бы в разные стороны разъехались. И очень сложно вам опять встретиться, ну, либо вы этой встречи не хотите. Ну, либо у человека такие обстоятельства, что не может все бросить и к вам приехать. Может быть, даже какой-то курортный роман у вас произошел, да, какое-то короткое, но очень светлое и невероятно наполненное чувствами знакомства, да, роман. Далеко от вас находится, и вы от него далеко. Да, горько, больно. И ничего с этим поделать нельзя. И вот самое страшное — это то, что ничего нельзя сейчас делать. Ну, практически невозможно вам быть вместе. Видите, мечтает вам какое-то кольцо подарить. То ли он вам пообещал, то ли это кольцо как помолвочное, да, предложить вам брак. О кольце думает. Может быть, даже приобрел для вас кольцо, смотрит на это кольцо и думает, как оно будет смотреться на вашей прекрасной ручке, да, на ваших пальчиках прекрасных. Да, кольцо четко показал. Видите, еще трилистник показал, клевер. Очень надеется на удачу, очень надеется он на какие-то перемены, в которых он до конца не уверен, но тем не менее, вот как кто-то пообещал, либо кто-то что-то сказал. Перемены, допустим, в его жизни, перемены в обществе, в стране, где вы живете, либо где он живет. Вот думает, все поменяется, будет шанс. Вот я шанс свой не упущу. Еще какие-то у него дурные мысли в голове о каком-то риске, но риск здесь 100% неоправданный. И этот риск этого мужчину может погубить. Смотрите, если вы с ним общаетесь, и мужчина говорит, что вот я пойду на крайние меры, я вот типа рискну, отговорите его, иначе этот риск его погубит. Вот прям такое предупреждение.
Риск губит, нельзя рисковать, нужно дождаться. Нужно дождаться, либо время все исправит, да, время все на свои места поставит. Но мне почему-то кажется, что большинство из вас с этим мужчиной связь поддерживает. Вам тоже больно, вам тоже горько, вам тоже хочется быть вместе. И почему-то идет информация, что вы близки, вот какая-то связь между вами. Либо вы действительно в браке, либо помолвлены, ну, либо вас высшие силы соединили, вы вместе идете мне. Но вам как-то проще дается эта разлука, либо вы больше оптимист по жизни, да? Вы верите в лучшее, в светлое, вы гоните от себя дурные мысли, вы стараетесь быть на позитиве. А вот мужчина, он прям совсем в каком-то ударном состоянии, прям слезы. Почему-то все время идут слезы. Может, и правда плачет по вам. Девчонки, в такие минуты прям горько, больно, и слеза наворачивается. Да, ну, либо он упивается и начинает плакать по вам. Почему нет? Для него эта разлука очень губительна, очень сильно отражается на его внешнем виде и на его здоровье. Вот правда, он стал больше и чаще болеть. У него слабость какая-то пошла, руки не держит, ноги не носят. Понимаете, вот такая информация. Как будто бы вы источник его сил, как будто бы вы его постоянно и поддерживали, и заряжали. А теперь вас нет, и все. И мужчина в такой вот ужасной ситуации оказался. Плохо. Но есть и приятная новость. Ваша разлука, она очень важную роль сыграет и в вашей, и в его жизни и судьбе. После этой разлуки вы, конечно же, соединитесь, вы будете вместе. Встреча, вон она вверху показана. После этой разлуки вы по-другому будете друг к другу относиться. Особенно мужчина будет по-другому относиться. Смотрите, если раньше он мог что-то себе грубое позволить, либо как-то пренебрегал вами, вашими эмоциями, вашими чувствами, вашим настроением, то есть не считался, да, с вами, грубо говоря, может быть, даже и не специально он это делал, да, непроизвольно у него это получалось, то после этой разлуки, девчоночки, он с вас пылиночки будет сдувать. Он станет невероятно ласковым, невероятно заботливым и будет, знаете, как хранителем любви и мира в вашей семье. Ну вот правда. Будет пресекать всякие там острые моменты, спорные моменты. Никогда сам не будет провоцировать там ссоры, споры. Вот прям каждым мгновением, каждой секундочкой, когда вы вдвоем, он будет наслаждаться. Да, у мужчины очень классные перемены сейчас происходят. Но в плане его осознанности, в плане его отношения к вам. Раньше такого не было. Раньше было больше, как, знаете, вот потребление и удовольствие. То есть мне эта женщина нравится, мне с ней по кайфу, да, и я вот с ней. А теперь нет, вы для него ценность, драгоценность. Теперь вы у него там прям в сердечке сидите. Да, девочки, тяжело он переносит разлуку, очень тяжело. Ему бы с вас пример брать, но он не такой сильный, как вы. А вы во что-то верите, либо вы тоже чего-то ждете, и вы в это верите, вы даже как уверены в этом, в какой-то перемене, в каком-то событии. Как что-то изменится, как что-то закончится, и вы сможете быть вместе. Но оно так и будет, да, оно так и будет. Вы будете вместе, и видите, вы из одной чаши пьете. Это вы, ваша любовь, а внизу видите рыбка. У мужчины знак победителя, а у вас початок кукурузы. Это очень хорошие знаки. Вот поверьте, судьба и жизнь вас еще удивит. И самое лучшее время и для вас, и для мужчины, оно у вас впереди. Видите, еще над вашей парой рог изобилия. У вас не только любовь, не только счастье, у вас еще изобилие будет. Ваша пара, ваша семья будет очень изобильной. Понимаете, все еще будет. Вот, почему разлука? Ну, разлука — это как часть кармы, которую вы должны пройти, и мужчина должен пройти. Так что карму пройдете, все будет замечательно. И вот четко вижу, что понимаете, о ком я говорю. Да, именно тот мужчина, о ком вы сейчас подумали. Ну, либо подумали, когда я начала вам рассказывать. Вы друг друга среди тысяч, среди миллионов узнаете. Вас друг к другу любовь ведет.
И опять же, вот связь. Вы чем-то связаны, чем-то повязаны. Эту связь нельзя ни разорвать, ни прервать. И где бы вы ни находились, как далеко бы вас там не забросила друг от друга судьба, эта связь, она никогда не порвется, не прервется. Созданы друг для друга, и вместе вы точно будете. Но он пусть пока мечтает, пусть меняется. Поверьте, мужчина очень сильно преобразится. Когда встреча состоится, вам еще придется с ним заново знакомиться. Такой хороший станет. Вам женщины завидовать будут. Причем такой, знаете, белой завистью, что такой хороший мужчина у вас. Да вы и сами в какие-то моменты будете чувствовать, что сами себе завидуете. Ничего, девочки, все еще впереди. Все впереди. Кто о вас мечтает сейчас, в будущем вам невероятное счастье подарит. Ну, либо сделает вас самой-самой счастливой. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.